начала 2017 года Ингушетия приняла уже 3 чемпионата страны по альпинизму. Если в первые 2 раза в Горную Республику съехались сильнейшие спортсмены со всей России, то в юношеском первенстве, прошедшем в июне, принимали участие начинающие скалолазы. Дебютным для региона стал чемпионат России по альпинизму в техническом классе, который проходил на горе Гайкомт с 1 по 19 февраля. Участники штурмовали 16 маршрутов, среди которых были и первопроходы. Все маршруты, которые будут пройдены или были пройдены, включаются в специальную книгу, которая называется «Классификатор маршрутов», для того, чтобы каждый следующий альпинист, который пойдет по этому маршруту, мог использовать все данные, фотографии, информации по маршруту первопроходцев. Чтобы альпинисты чувствовали себя как дома, прямо у подножия горы развернули Альп-городок. Каждая команда совершала по несколько восхождений, ну а итоги чемпионата подвели 19 февраля. Соревнования, по словам организаторов и гостей, прошли на самом высоком уровне. Сложная задача стояла перед судейской коллегией так сделать, чтобы команды пошли все маршруты, чтобы они были все интересные, чтобы они все маршруты стимулировали борьбу за первое, второе, за призовые места. И это получилось. Следующий чемпионат, но уже в мае, на этот раз в скальном классе, который подразумевает покорение невысоких по альпмеркам скал на скорость. Своего рода марафонский забег по стене собрал несколько десятков команд со всех уголков страны. Мужчины и женщины состязались отдельно, проходили соревнования на скальном массиве Кав-Доломит. Здесь же разбили и альплагерь со всеми удобствами. А в июне республика приняла первенство России по скалолазанию среди юниоров и юниорок. Пойти по стопам старших товарищей, штурмовать скалы Ингушетии приехали спортсмены из Ростова, Москвы, Питера и ряда других регионов страны. На первый взгляд у многих может сложиться впечатление, что своих спортсменов в этом виде спорта у Ингушетии нет. Это мнение в корне поменяет имя Лейлы Албагачиевой. Знаменитая покорительница Эвереста своим восхождением на самую высокую точку земного шара прославила не только свою родную республику, но и всю страну, став единственной россиянкой, дважды покорившей Эверест. В 2012 и 2013 годах Лейла прочно вписала свое имя в историю альпинизма России. Я спустилась с западной вершины и поднимаюсь на восточную вершину. Роковым для горянки стало ее очередное, уже 13-е по счету восхождение на Эльбрус. В сентябре 2014 года Лейла Албагачиева намеревалась установить абсолютный мировой рекорд, совершить двусторонний полный крест. Это еще никому не удавалось. Связь с альпинисткой прервалась 17 сентября. Спустя сутки после начала поисково-спасательной операции на Эльбрусе были найдены снаряжение и личные вещи спортсменки. Саму же Лейлу нашли только 3 октября, в последний день поисково-спасательной операции. Тело альпинистки спустили с высоты 5200 метров. Еще один наш земляк, покоритель Эвереста, Магомед Дзейтов. Если во время проведения чемпионата в техническом классе в феврале Магомед только строил планы по покорению вершины мира, то спустя немного времени отправился на штурм Эвереста. Целых 2 месяца в пути, и он под ногами у Магомеда Дзейтова. С самой высокой точки мира прозвучал азан и был поднят флаг Ингушетии. Свое восхождение альпинист посвятил родной республике. Чемпионаты по альпинизму, строительство школы альпинизма в Джайрахском районе и самый лучший пример для подражания в лице Магомеда Дзейтова и Лейлы Албагачиевой уже громче всего свидетельствует, что этот вид спорта в регионе обязательно приживется. Дело за малым — привить ингушам любовь к покорению гор, а не только к их созерцанию. Тамерлан Хамхоев, Новости 24.